Мне, как пенсионеру глубокого возраста, вспоминается событие 31-летней давности, как далекие глухие раскаты весеннего грома. Но тем не менее, если напрячь свои сознание, то, конечно же, начинают вырисовываться точно те события, которые происходили у нас 31 год тому назад, когда мы, депутаты Верховного Совета 12-го созыва, принимали декларацию, историческую декларацию о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия. Но принятие этой декларации было не событием спонтанным. Она подготавливалась многими веками исторического развития нашей Якутии. Наш северный край, еще 1,5 столетия назад не имевший письменности, о чем с горечью признавал Алексей Алексеевич Кулаковский, говоря, что у якутов грамоты меньше, чем слепых кривых, на рубеже 2 тысячелетий наш край изумил мир своими человеческими достоинствами. Во-первых, образованностью, способностью жить в сложном мире и в гармонии с природой. Но эта реальность не пришла само собой. Есть отдельные личности, которые на нашем северном историческом небосклоне засияли, как звезды северного полушария. Так храбрый внук Тыгына Мазыр Базеков дважды, в 1676 году первый раз и второй раз в 1679 году поехал в Москву и встречался с тогдашним царем российским Федором Алексеевичем и изложил быт, жизнь якутов в нашем северном крае. Ну, между прочим, в 1976 году новому царю российскому было всего лишь 16 лет. Потом в 1680 году мегинский князец Чугун Бодоев тоже поехал в Москву и был тоже принят царем Федором Алексеевичем. А представитель Хангаласского улуса Сафрон Сыранов добился приема императрицы Екатерины II и представил ему так называемый документ «Наказ», который тоже говорил о делах в нашем северном крае. Спустя почти 20 лет барон Усалданский Сесен Аржаков, добивший приема императрицы Екатерины II, представил так называемый план якутов, так называемый. Очень простую, но в то же время злободневную программу, очень даже похоже на сегодня о жизни и быте в нашем северном крае. Есть единственный якут, представитель Хангаласского улуса Шадрин Илья Максимович, который добился приема 3 российских императоров: Екатерины II, Павла I и Александра I. Поразительно, что в глухом, насквозь промерзшем углу, где в то время не было ни одной школы, нашлись люди, которые осмыслили, обобщили нашу якутскую жизнь и связали жизнью, потребностями и политикой Российской империи и выдали очень мудрые рекомендации просвещенным правителям мировой державы. Наступает 20 век. На арену выходит Алексей Алексеевич Кулаковский, философ, этнограф, писатель, общественный деятель. Он, конечно, с большой горечью вспоминает о том состоянии якутов, но в то же время с оптимизмом смотрит на будущее. И как завещание он оставил нам, чтобы наш немногочисленный народ навсегда связал свою судьбу с великим русским народом. И связал это со вхождением в мировую цивилизацию, но в то же время сохранением своей души. Более грамотно, как нам кажется, представлял
наше состояние в Северном крае Никифоров Василий Васильевич. Он основатель Союза якутов, и который создал съезд якутов. И в результате вот этого съезда они направили письмо от имени якутов на имя председателя императорского правительства Витте. Они там говорили о собственности якутов, они говорили о необходимости земского управления, а также, значит, писали о представительстве в Государственной Думе вновь образованной якутов. Получение автономии в 1922 году под руководством великих сынов Якутии Максима Кирилловича Мосова, Платона Аюнского, Исида Бараха и их соратников, конечно, было самым большим общественным политическим событием. Но как бы мы ни говорили, как бы мы ни трактовали, все же эта автономия была урезана, усеченной, потому что не было собственности и всей полноты государственной власти. Последующие руководители нашей республики Илья Винокуров, Семен Борисов, Гаврил Черяев, Юрий Прокопьев делали все возможное, чтобы наша республика, находясь в железных тисках рамках автономии, все же развивалась в духе времени. И вот наступают 90-е годы. Развал Советского Союза, хаос, трудности в Российской Федерации. И на арену выходит руководитель совершенно нового типа Михаил Ефимович Николаев. Он, благодаря своему таланту, энергии, вот своему видению будущей нашей Якутии, вот, делал все возможное, чтобы принять декларацию о государственном суверенитете. Принятие этой декларации шло под руководством Михаила Ефимовича Николаева, который с 1989 года был председателем Верховного Совета нашей республики. Безусловно, прежде чем принять декларацию о государственном суверенитете, прошла очень большая подготовительная работа. Еще в 90-м году на первом съезде народных депутатов Российской Федерации Михаил Ефимович Николаев выступил вот на этом съезде с предложением о изменении статуса автономных республик и создании национальных территориальных структур, которые не имели возможности делить народы на ранги. Потом через 11 месяцев на третьем Венецианском съезде народных депутатов РСФСР он опять выступает и там говорит о том, что в настоящее время, в драматический период жизни российского государства, Якутия считает себя частью России и хочет стать равноправным субъектом Российской Федерации как республика. И он говорит, что на это мы имеем полное право. И Республика Якутия хочет подписать союзный договор самостоятельно, потому что на это республика имеет право. Потому что общественный продукт, который вырабатывает наша Якутия, и национальный доход превышает эти объемы некоторых союзных республик из Прибалтики и Молдавии. И дальше он говорит, что мы дальше терпеть такое не можем. И поэтому с этой высокой трибуны он выступал как человек, как патриот, как руководитель совершенно новой Якутии. В принятии декларации участвовало очень много народу, очень много трудовых коллективов, общественных организаций. Михаил Ефимович это очень хорошо все обставил, организовал. Несколько проектов было в начале декларации о государственном суверенитете. Остались 2 проекта. Мы были членами президиума Верховного Совета. И в этих комиссиях мы рассматривали все эти варианты. Мы много раз выезжали в районы, в города, улусы,
трудовые коллективы в учебное заведение, и там шло обсуждение, общественного обсуждения проектов декларации. И, конечно, вариант был разработан, все-таки утвержден Президиумом Верховного Совета, и Михаил Ефимович с этим проектом уехал в Москву и все это согласовал с тогдашним президентом Российской Федерации. И началось обсуждение декларации о государственном суверенитете. И там, значит, такое положение было, что земля, недра их богатства, воды, леса, растительный животный мир, воздушное пространство, другие природные ресурсы, континентальный шельф являются собственностью Республики Саха-Якутия и неотъемлемым достоянием народов республики. Это очень емкие слова, но в то же время они в себе несут очень большую экономическую, политическую, социальную, культурную сущность, содержание. Поэтому споры очень большие пошли и в комиссиях, и в самой сессии. Вот, очень активно участвовали депутаты, особенно из Мирного. Там были депутаты Баткунов, Богуславский, которые, в общем-то, после этого, они говорят, переехали в Соединенные Штаты Америки и там остались. Вот. Был очень активен депутат из Нернги Маренный, из Омяконя Гуминский, из Алдана Шкаруба, депутат, я помню, ну и другие. В кулуарах даже иногда вот пошли такие мнения, что при определенных ситуациях вот, отдельные депутаты хотели бы отколоть западную часть республики от самой республики. Конечно, и такие предложения нашли очень сильный отпор со стороны вот, здравомыслящих депутатов. Очень активно участвовали такие депутаты, как из Медно-Канганского улуса Охлопков Филипп Гаврилович, из города Якутска Власов Василий Михайлович, Гутовцев Юрий Александрович, вот, из Верхнего Вилюя Егор Секов, вот, из города Якутска Артур Алексеев, из Намцев Егор Михайлович Ларионов, из Ленинского района Михаил Семенович Санников, из Аймаконя Василий Степанович Винокуров и многие другие. И все же, в конце концов, хотя обсуждение было очень бурное, очень такое в больших дискуссиях, на высоких тонах иногда доходило, все же мы приняли эту декларацию в конечном варианте. Потому что улица бушевала, народ выходил на улицу, студенты выходили на улицу, иногда прерывались заседания вот сессии Верховного Совета, и мы выходили прямо на улицы, трудовые коллективы, объясняли, как идет обсуждение. И, конечно же, победила вот такая позиция, что было изложено в первоначальном варианте в нашей декларации. И основные постулаты этой декларации были перенесены в новую Конституцию, которая была принята в 1992 году. Руководителем всех мероприятий, которые, значит, проводились у нас в республике после принятия декларации, конечно, руководителем был, несомненно, Михаил Ефимович Николаев. По его инициативе, по его предложениям, по его идеям, конечно, принимались все эти решения. Самое главное, мне кажется, после этой сессии был принят закон о статусе Якутской Саха-ССР. Этот закон предусматривает почти всю полноту государственной власти на территории республики. Очень важный документ. И потом второй важный документ был принят в начале 1991 года, опять-таки Верховным Советом, о собственности Якутской Саха-ССР. Потом было принято постановление в 1992 году о разграничении собственности между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия.
Это в начале 92 года. Потом шло обсуждение, согласование этого документа в верхах, в Российской Федерации, и у нас здесь почти полгода шло. И в ноябре 92 года этот документ был подписан президентом России Ельциным и нашим президентом Михаилом Николаевым. Вот летом 91 года к нам приезжал тогдашний председатель Совета министров Союза СССР Павлов Валентин Сергеевич. Вот он оказал очень большую поддержку на первых порах. Вот. Вышло постановление соответствующее, и Роспродукт, есть такая компания, выделил нашей республике 3000 тонн мяса и 1800 тонн масла. Это в то время очень сложно было, и эта поддержка была очень даже неплохая. Дальше, в декабре, 26 декабря 1991 года вышло постановление, вернее, 90 года, вышло постановление Совета министров Российской Федерации об экономической самостоятельности Якутской ССР, социально-экономическом развитии в период перехода на рыночные отношения. И это тоже основные экономические вопросы были. Потом, конечно, большим, можно сказать, подарком для нашей республики был указ президента от 11 декабря 1991 года о полномочиях Якутской ССР в использовании природных ресурсов. А также на другой день, 19 декабря 1991 года, был подписан договор между правительством России и нашей республикой по экономическим вопросам. На основе этих документов, наша республика получала возможность все разрабатываемые, утвержденные запасы, уточненные запасы природных ресурсов, таких как нефть, газ, золото, алмаз, объявлялись собственностью Республики Саха-Якутия. И благодаря этому договору, соглашению, 20% добываемого ювелирного алмаза республика выкупала по себестоимости. И 10% золота тоже выкупала по себестоимости. Это было очень важно. И одним из самых больших успехов, достижений, можно сказать, Михаила Ефимовича является создание компании «Алроса» в феврале 1992 года. Вот это одна цепочка: добыча, сортировка, реализация. Вот. Это, конечно, дало очень большую возможность нашей республике в решении своих экономических и хозяйственных задач. Дальше, по инициативе Михаила Ефимовича, наша республика была переименована. Якутская ССР в Республику Саха-Якутия. Дальше переименовано наше правительство. Раньше, в начале 20-х годов, у нас назывался Совнарком, а потом назывался Совет министров Якутской ССР. А отныне называлось правительство Республики Саха-Якутия, которое на основе российского закона, федерального закона номер 184, имеет, в общем-то, является высшим исполнительным органом, который имеет достаточно большую самостоятельность. Также Михаилом Ефимовичем был инициирован установление нового герба и флага Республики Саха-Якутия в 1992 году. Им же был инициирован создание Конституционного суда в 1992 году. В 1992 году было инициировано создание нового парламента Ильтемен, который является правопреемником Верховного Совета Якутской ССР. А в 1994 году был утвержден гимн Республики Саха-Якутия. Так что, если так представить, то
После принятия декларации о государственном суверенитете и принятия новой конституции, вот Михаил Ефимович обставил свою республику всеми необходимыми атрибутами государственной власти. Все остальные документы, вот, которые дальше принимались и дальше разрабатывались, они всегда ложились вот на эти основные документы, которые я сейчас перечислил. Да? И вот они являются фундаментом, основанием, китами, на которых зиждилась наша будущая жизнь, нашей республики. И экономическая жизнь, и так далее. Вот я немножко пропустил это договор, федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 года. Это важнейший документ. А также важнейший документ был подписан о ограничении передачи ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Это в 1995 году. Вот. И там же было подписано соглашение, 15 соглашений касательно бюджетной политики, финансов, миграционной службы, занятости населения, образования, науки, здравоохранения и так далее и тому прочее. Вот все эти, вот, я говорю, вкупе вот с этими первыми документами, которые я назвал, все они составляют вот фундамент, на котором развивалась наша новая Якутия. Михаил Ефимович, конечно, политик не только региональный, российский, но и в международном масштабе. Можно было бы очень много перечислить вот его инициативы, его идеи вот в нашей республике. Я бы назвал просто порядка вот так, я бы назвал следующие моменты. По его указу было создано горно-геологическое предприятие Нижнеленское, которое является полной собственностью Республики Саха-Якутия. Потом было создано Алмаза-Набара в 1997 году, тоже по инициативе Михаила Ефимовича. Было создано Алроса-Нюрба, тоже по инициативе Михаила Ефимовича. Были приняты ряд мер по сельскому хозяйству. Была выполнена беспрецедентная программа по обводнению засушливых заречных районов. И вот водовод протяженностью вот почти 200 с лишним километров был протянут в заречные улусы. И самый крупный трубный завод в Европе, Волгоградский, работает целый квартал на заказ нашей республики. Также Михаил Ефимович уделил большое внимание вот, биоразнообразию, охране природы нашей республики. И почти 1/4 часть нашей республики была объявлена вот, охранной зоной для сохранения биоразнообразия нашей республики. И вот эта политика продолжается и до сих пор. Он уделил большое внимание жилищному строительству. По итогам 1993 года наша республика по вводу жилья на 1000 человек заняла первое место в масштабе Российской Федерации в 1993 году. А к 2000 году мы являлись одним из самых таких лучших в масштабе Российской Федерации. Он уделял большое внимание новому строительству. Но вы все знаете, были построены сколько вот спортивных объектов, стадион Туймада, 50 лет Победы, ну и в других городах, в других районах. У нас был построен медцентр, вот, равно и центр охраны материнства и детства, гуманитарный институт был построен, здание хореографического училища было построено, вот, Саха-театр построен был, именно Аюнского, был образован новый театр оперы и балета имени Сурна Омаллона, организован Академия наук Республики Саха-Якутия, Международная артистская академия наук, совместно с губернатором Аляски Хикелем. Михаил Ефимович с ними имел очень хорошие отношения.
Академия духовности был создан, Конгресс народов Саха, Ассамблея народов Саха. Вот, дальше были переименованы, скажем, некоторые министерства, скажем, новая парадигма в культурной области, это преобразование Министерства культуры и духовного развития. Вот. Была предпринята программа ИСЭХ, Олонхо и Тегель. Вот. Эта программа хорошо потом сработала. Также, значит, в области образования, науки были, значит, найдены очень хорошие пути. Вот если об этом начну говорить, скажем, я являюсь директором департамента кадров, да, это целый час можно посвятить этому вопросу, но все же вот Михаил Ефимович смотрел в корень, и вот благодаря вот его усилиям, его инициативе, конечно, было уделено очень большое внимание и приняты очень радикальные меры по получению вот образования высшей школы и науки. По его инициативе был создан игры «Дети Азии» в 1996 году. И сколько этих игр у нас прошли в Якутске, вы это хорошо знаете. Михаил Ефимович создал комитет ЮНЕСКО в 1991 году. А комитет по внешнеэкономическим связям, который был создан в 1991 году, был преобразован в Министерство внешнеэкономических связей в 1992 году, через год. Он уделял большое внимание вот, установлению связей с зарубежными странами. В этом плане, может быть, сыграли очень большую роль его дружеские связи, отношения с бывшими министрами иностранных дел Российской Федерации Александром Бессмертным и Игорем Ивановым. Уже к 2000 году наша республика имела внешнеэкономические связи с 47 странами. И 300 предприятий нашей республики тоже имели возможность иметь научно-технические, культурные, вот, торговые экономические связи с зарубежными странами. Также, значит, уделял большое внимание воспитанию управленческих кадров. Поэтому в августе 1998 года он своим указом создал так называемый Институт управления при президенте. Вот. Раньше наши управленцы всегда обучались только в Дальневосточной академии госслужбы Хабаровске, это бывшая, на базе высшей партийной школы, да? И мы направляли своих тоже в Москву, вот, в РАКС. Это далековато, очень накладно. Поэтому здесь создали, и здесь мы открыли филиал Дальневосточной академии госслужбы, и многие управленцы получили высшее образование, не выезжая в Москву и Хабаровск. Он уделял большое внимание именно воспитанию управленческих кадров. В этом плане он придерживался очень хорошо вот, точки зрения известного российского философа Ивана Ильина, который говорил: не искоренять, не подавить, не проводить чужую кровь, не задушить иноплеменную и инославную жизнь, а всем дать выход и единую родину. Всех понять, всех поддержать, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему, и самых лучших отовсюду вовлечь в государственное культурное строительство. Так, например, немец Эстерлен был назначен главой Ленинградского улуса, украинец Ларченко был поставлен вот в Нижнеколымске на Зеленый мыс большим начальником, грузин Закро Саникидзе был поставлен научно руководящей работы нашей авиации. Вот. Представители малочисленных народов Мария Погадаева, Ульяна Винокурова, Андрей Кривошапкин тоже были поставлены на очень ответственные должности. Азербайджанцы Рафик Гафаров был поставлен в Ленинске во главе Лена-нефтегаз, вот компании. Вот, азербайджанец Александр Гылых поставлен заместителем председателя правительства.
азербайджанца Мамедов, Агамали Мамедов был поставлен во главе учебного заведения, а другой Мамедов Али Завитаглы, который до сих пор работает директором интернетного завода и так далее, и так далее. Вот, всех поддерживал, всех мы обучали. И очень, как говорится, осторожно, серьезно подходили к подбору кадров. В этом плане я хотел бы сказать о том, что мы никогда, скажем, не стремились к тому, чтобы кадры подбирались как после игры «Министр». Я думаю, что по результатам этой игры «Министр» даже хорошо успевающий учащийся школы, который хорошо овладел вот именно компьютерной техникой, он может запросто составить какую-либо программу. Но нельзя же его поставить на ответственную работу, так ведь? Вот, поэтому к кадрам мы относились, чтобы он прошел какой-то первоначальный этап, руководил где-то вот первичным звеном, каким-то предприятием, колхозом и так далее, вот, каким-то ведомством. Вот такая работа шла. Михаил Ефимович, конечно, как большой политик российского масштаба, имел возможность встречаться со многими ведущими руководителями мировых держав. Вот, скажем, он был принят и встречался с двумя президентами Соединенных Штатов Америки. Биллом Клинтоном-старшим, Бушем, вернее, или Биллом Клинтоном, Жоржем Бушем-старшим, мэром Парижа, будущим президентом Франции Жаком Шираком, вот, императором Японии Акихито, вот, президентом Израиля Вайдекером. Он встречался с королем Швеции Густавом Карлом XVI, встречался с президентом Кореи Ким Ен Самом, встречался с президентами Исландии и Финляндии Олафуром Гримсоном и Маттех Тисари, президентом Монголии Пунталмагин Ачирбатом, двумя премьер-министрами Японии Кендзо Обути и Ясухиро Накасони, премьер-министрами Израиля Исхаком Рабином, Канады Жаном Кретеном. Он имел возможность выступать с трибуны вот, Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, имел возможность выступать с трибуны Европейского парламента в Страсбурге, имел возможность выступать с трибуны Индийского парламента в Дели. Вот, если так перечислять, то особенно из руководителей субъектов вряд ли какой-нибудь губернатор или кто-то вот, имел такие возможности вот, в таком масштабе появляться на международном уровне. Поэтому я должен говорить о том, что многие выдвиженцы в начале 90-х годов масштаба России, они засветились как яркая комета, но некоторые там же сгорали, и некоторые вообще сошли с политической сцены. А все же в свои вот 80 с лишним лет Михаил Ефимович и сегодня пользуется заслуженным авторитетом. Почему? Потому что он человек, который прошел суровую школу жизни. Это человек, который с малых лет испытывал и довоенное время, военное время, послевоенное время недостаток во всем. Он 5 лет потерял своего отца. 1 год жили в землянке вот, на Жиганском берегу реки Лена. Вот поэтому ему дорогий кусок хлеба, лепешки, маленькие рыбешки. И он знает цену вот это, каким потом, трудом можно заработать такой кусочек. И поэтому он очень ценит людей труда, очень уважает людей, простых рабочих, вот, очень на них рассчитывает. Вот такой человек он. Поэтому можно сказать, если спросить, вот, какой феномен обеспечит его долгожительство, вот в этом и заключается. Он человек разносторонний, человек очень широких масштабных взглядов, от природы одаренный человек, философский склад ума у него,
необычайной энергии и самодисциплина, очень большая начитанность у него, креативное мышление, аналитическое креативное мышление, инновационный подход к любому делу. Он вообще человек масштабный, досконально знающий историю своего родного края, вот России и даже мира, умеет слушать своих собеседников, он даже умеет, как говорится, выслушивать другие мнения. У кое-кого сейчас будет мнение, как будто он никого не слушает, он только вот, толкает свои идеи. Нет, такого у него нет. На самом деле он очень внимательно слушает другие мнения. В этом плане я хотел бы привести пример. Скажем, великий император французский Наполеон Бонапарт, который 50 с лишним лет после отречения, находясь на острове Святая Елена, писал о том, что его власть начала расшатываться, когда он стал не терпеть вокруг себя умных людей. Солнце его власти закатилось полностью, когда он стал игнорировать мнением других. А противоположность этому 50-летнему императору сейчас нашему Михаилу Ефимовичу почти 85 лет, он до сих пор пользуется уважением искренним, авторитетом, почетом не только у простого народа, но и своих коллег, друзей и товарищей. Вот поэтому я говорю, Михаил Ефимович такой человек, и сегодня он деятельный, и сегодня он работает, и он действительно сейчас является как бы духовным отцом нашей республики. Начиная с 1989 года, когда он был председателем Верховного Совета, а потом 2 года подряд президентом Республики Саха-Якутия, а также 2 созыва подряд заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания, а потом уже депутатом Государственной Думы, он определял вектор развития нашей республики совершенно правильно. Он открыл Новую Якутию и повел Новую Якутию по совсем другому направлению. Он ввел совершенно новую парадигму управления нашим Северным краем. И вот этот подход сейчас подтверждается жизнью, социальной ориентированностью нашей республики Саха-Якутия. Я искренне поздравляю Михаила Ефимовича с днем рождения и 30-летием со дня основания Института президентства.